Для того, чтобы научиться читать на английском, необходимо знать транскрипцию. Что такое транскрипция и зачем она нужна? Почему так важно ее знать? Английский язык формировался под влиянием нескольких языков. Так, 90% слов в английском языке заимствованные, и только 10% имеют истинно английское происхождение. 70% слов пришли из французского языка, который славится своим причудливым написанием. Например, сочетания из 3-4 букв могут вообще не произноситься. Таким образом, даже носители языка иногда испытывают проблемы с прочтением слов и не знают, как правильно его произнести. Для этого и были придуманы специальные транскрипционные знаки. Транскрипция – это символы, обозначающие определенные звуки. Каждому символу соответствует определенный звук, поэтому вы не будете испытывать сложности, читая незнакомые слова в словаре. Конечно же, существуют определенные правила чтения, но существует огромное количество исключений. Поэтому на помощь нам приходит транскрипция. Как же мы будем изучать звуки и транскрипцию? Я буду произносить звук, вы будете видеть его изображение, а я буду вам рассказывать, как правильно его произносить. Под этим видео вы также можете найти письменное описание каждого звука, чтобы повторить и закрепить материал. Произношение в английском языке заслуживает особого внимания. Так, наши органы речи, а именно губы, зубы, язык и мягкое небо, при произнесении некоторых английских звуков находятся не совсем в тех же положениях, как при произнесении звуков русского языка. Над этим мы и будем работать. Конечно, мы не будем тратить 2,5 года на изучение фонетики, как это делают в некоторых лингвистических вузов. Но основные моменты мы обязательно пройдем и потренируем, чтобы наш английский звучал на хорошем европейском уровне, а не как ранглиш, на котором говорят большинство русских туристов. Так как английский и русский относятся к одной семье языков, у них определенно есть сходство. В английском, как и в русском, все звуки делятся на гласные и согласные. Согласные звуки – это те, для произнесения которых требуется создать определенную преграду. Гласные звуки произносятся абсолютно свободно. Начнем с согласных. Внутри согласных звуков существует сложная и разветвленная классификация. Однако мы будем их делить на звонкие и глухие. Звонкие согласные произносятся с помощью голоса, глухие произносятся без него. Большинство транскрипционных знаков не отличаются по написанию от самих согласных букв и читаются точно так же за мелкими исключениями, потому что произошли из латинского языка. Эти звуки Б, Д, Ф, Г, Х, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, В, З. Из всех этих звуков особого внимания заслуживает звук «р». В отличие от русского «р», который является раскатистым и громким, английский «р» практически полугласный. Однако произнести его очень легко. Нащупайте за верхними зубами бугорочки, они называются альвеолы, совсем как в легких. Теперь поставьте кончик языка на эти бугорочки и отведите его назад, то есть кончик языка должен висеть в воздухе и ничего не касаться. Теперь попробуйте и произнесите звук «р». «Р» – «робот». Еще обратим внимание на звук «х». В отличие от русского «х», этот звук легкий, практически невесомый, и носители языка в начале слов очень часто его опускают. Чтобы проверить, как вы его произносите, вы можете взять зеркальце и поднести его к губам. Произнесите звук «х», зеркальце должно лишь слегка запотеть. Hat. Дальше звуки «ф» и «в». Они произносятся так же, как русские звуки, но более напряженно и коротко. А также нам нужно прикусить нижнюю губу. Fate, в, vet. Звуки б и г похожи на русские. Они более слабые, однако четкие. Б, big, г, great. Примечательны также звуки п и к. Они произносятся с придыханием. Представьте, что перед вами горит свеча, которую вы хотите задуть, и одновременно с этим вы произносите эти звуки. П, pet, к, kite. Те звуки русского языка, которые мы произносим, поставив кончик языка за верхние зубы, в английском произносятся несколько иначе. При произнесении английских звуков язык нужно поставить на бугорочки за верхними зубами, то есть на те самые альвеолы. Например, звук «л». Поставьте язык на верхние альвеолы и скажите «л». Давайте сравним русский звук «л» и английский «л». «Л». Lamp. Такая же позиция будет при произнесении звука «ц». Однако не забудьте про придыхание. Чтобы потренировать этот навык, вы можете взять лист бумаги, поднести его к рту и произнести звук «т». При этом лист бумаги должен слегка колыхнуться. Т. Table. Звуки «с» и «з»
также произносятся на альвеолах. При этом они слегка шипят, как будто бы вы шепелявите. С – snake. З – zebra. Что касается звуков «м» и «н», они очень похожи на русские. Создается преграда, и звук идет через нос. Именно поэтому они называются сонорные. М – moon. Н – night. Однако существует еще один сонорный звук. О нем мы поговорим подробнее. Этот звук «м». При его произнесении мы используем не кончик языка, а его заднюю часть. Мы поднимаем заднюю часть языка и перекрываем ею гортань. Давайте попробуем вместе. Внимательно посмотрите на этот транскрипционный знак. Он похож на хобот слона. Давайте представим, как слон произносит звук «н». Хобот у него длинный, поэтому звук получается очень носовым. И вместе попробуем повторить. Interesting. Есть ряд согласных звуков, которые звучат похоже на русские или же европейские согласные. Однако их транскрипционные знаки никак не связаны с латинскими буквами. Это звуки ш, ч, ж и дж. Начнем со звука ш. Он выглядит как змея, потому и шипит. Ш, shake. Ну а когда мы хотим эту змею приструнить, мы на нее шикаем, но от души, с голосом ч, cheese. Знак звука ж немного похож на осу, которая жужжит. Ж, vision. Поставим д перед ж и получим дж. Немного похоже на русское дж, но звучит мягче. Дж, June. Есть также звуки, которых совсем нет в русском языке. Это межгубный звук и межзубные. Межгубный звук «в» произносится очень легко. Вы словно бы собираетесь собрать губы в трубочку, но в последний момент передумываете и разводите их в разные стороны. Повторяйте за мной. «В», «water». Вам наверняка встречалась имитация русскими английского произношения «давай выпьем». При этом задействованы только губы и голос. «В». Есть еще звук «е». Он очень похож на русский по звучанию. Однако у русского «е» сверху стоит закорючка, а у английского точечка, а также хвост. А теперь представьте, как вы хватаетесь за хвост обезьяны и, вообразив себя Тарзаном, катаетесь на нем как на лиане. Ех! Е. Йогурт. Остались странные для нашего уха и рта межзубные звуки. Да-да, именно межзубные. Их бывает два типа. Звонкий, который мы произносим с голосом, и глухой, который мы произносим без голоса. Для того, чтобы сделать эти звуки, нам нужны зубы и кончик языка. Мы прикусываем кончик языка между зубами и произносим the, there. А теперь уберите голос, но язык оставьте в том же положении, и у вас получится глухой звук. Он похож на рот с расплющенным между зубами языком. Thing. Когда мы произносим его изолированно, все очень просто. Однако нужно научиться произносить его в потоке речи, не путая его со звуками не межзубными. Сначала научимся отличать межзубные звуки «th» и «the» от шипящих «с» и «з». Послушайте, как звучит глухой межзубный звук. А теперь глухой звук, но не межзубный. Слышите разницу? Межзубный, не межзубный. Теперь послушаем, как звучит звук «ф». При его произнесении мы верхними зубами немного прикусываем нижнюю губу и произносим «ф». Давайте сравним его с межзубным звуком «ф». А теперь проверим, насколько вы хорошо слышите разницу. Я буду произносить эти звуки, а транскрипция будет появляться несколько позже. Готовы? Начали! С. С. То же самое можно сказать и о звонком межзубном «з». На слух он отличается от английских звуков «з» и «в». «з», «в», «з», 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 «в». Теперь давайте суммируем все, о чем мы с вами поговорили. «Б» произносим как в русском, только чуть слабее. Звук и буквы пишутся одинаково. «Д» произносим на альвеолах, уголочках за зубами. «Ф» произносим как в русском, но чуть интенсивнее, немного больше прикусывая губу.
Г, как в русском, но чуть слабее. Х, легкий выдох. К произносим страстно, с придыханием. Л произносим на альвеолах, бугорочках. Кстати, он всегда будет твердым. М, так же, как в русском, Н, так же, как в русском. П, энергичный и страстный звук, придыханием. Р, кончик языка в загнутом состоянии висит за альвеолами. С, слегка шепелявим. Т, кончик языка на альвеолах и делаем на нем хороший выдох. В, чуть больше, чем в русском, прикусываем губу и делаем напряженный звук. В, сначала губы сводим в трубочку, а затем резко разводим. З, шипим на альвеолах. Ш, шипим как змеи. Ч, шикаем на змею. Если добавить Т к этому сочетанию, будет тот же звук. Ч. Звук Ж мы извлекаем из сочетания S-I-O-N. А вот звук Дж можем получить из двух букв Дж и J. И, наконец, межзубные звуки. Оба они получаются в результате сочетания букв T и H. Звонкий межзубный – вот такая загогулина. Th. Глухой межзубный – открытый рот и язык между зубами. Th. Это все согласные звуки.